И, конечно же, без вашей поддержки, уважаемые зрители, нам не обойтись. Мои коллеги за кадром, впрочем, как и я, скрестили пальцы на удачу. Время новостей начинает свой отсчет. 26 июня 2007 год. До эфира секунды. Звук проверили, камеры уже работают. Ведущий с волнением садится за рабочее место. А редакторы в последний раз дают советы всей съемочной команде. И, наконец, звучат первые аккорды. И на экране появляется заставка «Абаза ТВ». Это самый ответственный и самый первый эфир телеканала «Абаза ТВ». Прошло 10 лет, изменилось многое. Частично поменялся коллектив. Сейчас на телеканале много молодых. Меняются передачи, их становится больше. Но неизменно одно – стиль работы канала, умение журналистов оперативно донести информацию до зрителя. Эти кадры уже вошли в историю, которую по крупицам создавала профессиональная команда журналистов, операторов, монтажеров. Одним словом, всех тех, без которых невозможно работа телеканала. Сейчас на ТВ трудится 35 человек. Многие из них пришли сюда совсем недавно, но уже успели стать частью большой команды под названием «Абаза». Я работаю 2 года на «Абазе». Случайно сюда попала. Вообще никогда не думала, что моя жизнь будет связана с журналистикой. Но мне так это все полюбилось, мне так это все понравилось, и мне не хочется совсем уходить. «Абаза» — это семья, это не работа. Я хожу сюда, не так, как ходят на работу, с гораздо большим удовольствием. И я люблю это место, потому что нету какой-то рутины. Каждый день что-то новое, интересное. Ты попадаешь в новые организации, знакомишься с новыми людьми. Это бесконечный какой-то процесс, который не надоедает. Через «Абаза ТВ» прошли многие журналисты, которые затем продолжили свою карьеру на других каналах и весьма успешно. В их числе известный российский тележурналист Семен Пегов, ныне сотрудник Life News. Ведущий новостей, редактор Рустам Зандария работает на «Абаза ТВ» с первого дня. Пришел сюда еще совсем молодым и без опыта работы, но уйти не смог, признается. Именно здесь он для себя понял, что журналистика – дело всей его жизни. Настолько помогали старшие коллеги, которые пришли в свою очередь с АГТРК. Тот костяк, который начинал «Абазу», это были сотрудники абхазского телевидения, альма-матер нашего, я это всегда говорю. И для меня эти люди – учителя, друзья. Их напутствие в моем пути журналиста и ведущего новостей мне очень помогало, потому что я стал ведущим уже в 2007 году. До этого меня готовил Владимир Никонов, Лиана Ибжноу. Это было очень интересно, потому что для меня это было все вновь. Я журналистом до того не был. Из 7 корреспондентов, которые сейчас работают на «Абаза ТВ», 6 свой первый репортаж сделали именно здесь. Каждый из них и сегодня отчетливо помнит, насколько это было волнительно и ответственно. Но они справились, как и справляются по сей день. Каждый день новые люди, новые знакомства, а самое главное – это возможность помочь тем, кто в этом нуждается, говорят корреспонденты. Элеонора Гилаян пришла работать на «Абаза ТВ», будучи еще студенткой. Тогда ее поддержал Руслан Хашик. Прошло уже 5 лет. За это время телеканал стал неотъемлемой частью ее жизни, а весь коллектив – семьей. «Абаза ТВ» – это сейчас уже даже не часть жизни. Мне кажется, очень мало так сказать про «Абазу». Это жизнь, сама жизнь, потому что на «Абазе» я работаю с друзьями. «Абаза ТВ» доказала, что работать с друзьями – большое счастье, и это возможно. И все эти друзья были приобретены здесь. «Абаза ТВ» – это самый лучший руководитель, который мог встретиться на моем жизненном пути. «Абаза ТВ» воспитала во мне все то, что сегодня во мне есть. То, как именно ведет себя наш коллектив в сложные для страны моменты, это и есть та дружба и та семейность, о которой я говорю. Потому что, конечно, мы подменяем друг друга, мы переживаем за друг друга, мы монтируем друг за друга. Наш шеф в сложные времена приходит на работу первым и уходит последним. «Абаза ТВ» – это не только молодое поколение журналистов. В годы становления телеканала здесь работали журналисты с большим опытом, чьи имена известны каждому жителю Абхазии. Владимир Никонов работал на «Абаза» с первых дней ее создания. Сейчас его дело продолжает дочь Анастасия. Вот уже несколько лет она работает корреспондентом на телеканале. Для семьи Никоновых это и есть преемственность поколений.
Марьяна Котова, Илана Казан, Памелия Сатурян. Эти молодые девушки каждый день трудятся, чтобы вечером рассказать зрителю о чем-то важном. За 10 лет существования телеканала Марьяна Котова проработала здесь 9. Сейчас она воспитывает ребенка, но и не забывает о работе. Докопаться до правды и, отделив как зерна от плевел факты от вымысла, а потом все это рассказать интересно и понятно – вот наша работа. Эфир Абазы постоянно пополняется новыми проектами. Ежедневные информационные программы выходят на русском языке. Итоговая программа в воскресенье на абхазском. Сегодня телеканал сотрудничает со многими зарубежными информационными агентствами и телеканалами. Мы сотрудничаем и освещаем события, происходящие в Абхазии, в зарубежных средствах массовой информации. Наши постоянные партнеры – это телекомпания ВГТРК, Россия, Вести 24, НТВ, РБК, Питерский канал. Из международных это Рейтер. У нас очень молодой коллектив. Я никогда никому не отказывал, когда люди обращались с желанием устроиться на канале Абаза ТВ. У нас журналисты активно работают в нескольких направлениях. Они корреспонденты, они монтажеры. Даже в такой важный день вся команда Абаза ТВ с утра на своих рабочих местах. Как обычно, получают задания и приступают к работе. Ведь вечером у экранов телевизоров их будут ждать зрители. Поздравил коллектив Абаза ТВ президент Рауль Хаджимба. Глава государства принял Руслана Хашиг. По словам Рауля Хаджимба, Абаза ТВ наравне с абхазским государственным телевидением может вправе считаться национальным. Немало сделано. Мы помним прекрасно, как все это начиналось, какие сложные процессы были, и нужно ли такое телевидение, ставился вопрос когда-то. Но сегодня жизнь показала, что телевидение независимое, у которого есть свое собственное видение, у которого есть профессиональные подобранные кадры. Я думаю, что не излишне иметь такое телевидение. Оно дает возможности рядом с абхазским телевидением выдавать свой продукт, который воспринимается нашим населением достаточно позитивно. Также Руслана Хашига, вместе с ними весь коллектив Абаза ТВ поздравил спикер парламента Валерий Кварчия. 10 лет – это не так много, но за это время канал успел полюбиться многим зрителям, поэтому у Абаза ТВ большое будущее. Ну а мы еще раз поздравляем наших коллег и пожелаем им хороших новостей. Царес Мыр Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.